Ассаламу алейкум. Несколько слов мне бы хотелось сказать сейчас чеченцам касательно тех дронов, которые сегодня утром упали. Говорят, 4 дрона упало на территории тех или иных подразделений, где находятся кадыровцы. И сейчас мне бы хотелось обратиться к чеченцам. В нулевых и, возможно, даже к 10-му году 2000-2010-х годах непосредственно вы в подавляющем большинстве, можно сказать, обвиняли бойцов сопротивления, тех, кто участвовал в войне против агрессии Российской Федерации в отношении чеченского народа. Вы обвиняли бойцов сопротивления в том, что если они прекратят свое сопротивление, то все нормализуется, и все давление, весь этот ужас, он закончится. В некоторых местах вы даже проклинали. Я лично свидетель этому, и я лично видел, как это происходит в отношении тебя, когда, по сути, вот нас бомбят, вот нас уничтожают, но находятся люди, которые проклинают тебя и твоих друзей за то, что вы сейчас с оружием в руках готовы защищать Родину. И вот к этим людям я бы хотел обратиться. Сейчас нас нет ни на территории Чечни, ни на территории России. Нас нет. Нас, можно сказать, уничтожили. Мы прекратили в физическом понимании этого слова сопротивление на территории Чечни. Нас нет там. Зажили ли вы хорошо? Стало ли лучше вам? И какое будущее вам дала Россия, когда мы прекратили когда нас уничтожила Россия? Дроны, которые сегодня утром упали, подтверждают, что вы ничего хорошего от России не добились. Сейчас я предлагаю вам, так же как вы в 2000-х годах проклинали и говорили, выходили против нас, что, мол, если вы прекратите сопротивление, если вы сложите оружие, то все будет хорошо. Скажите то же самое Кадырову и кадыровцам. Ведь непосредственно из-за участия Кадырова и кадыровцев на войне против суверенного государства Украины эти дроны и прилетают в Чечню. Скажите им, чтобы они прекратили участие в войне против Украины. Скажите, чтобы они прекратили пополнять резерв тех или иных подразделений российской армии, которые участвуют в войне против... Скажите им то же самое. Проклинайте их. 4 дрона, которые сегодня утром упали, это только начало. Это только начало. Потому что ненависть, которая проявляется против россиян, она неизбирательна со стороны украинцев. Как они ненавидят русских, так же они будут ненавидеть кадыровцев. А возможно, даже кадыровцев будут ненавидеть больше. И возможно, что дроны уже падать будут не на военные объекты, они будут хаотично падать и убивать чеченцев уже будут. Мирных чеченцев, которые абсолютно не причастны к этой войне. И вот с вашего трусливого, молчаливого согласия, с вашего требования и согласия на оккупацию, сегодня нас нет на этой территории. Сегодня украинские дроны падают, потому что вы спустя 20 лет уже готовите ваших детей для участия в этой войне. Для того, чтобы вам не приходилось ничего больше делать, вы все так же, как и в нулевых, в 2000-х годах, все так же согласны с оккупацией. Но сейчас ваши дети в этой оккупации участвуют. Вы их исправно поставляете на войну против Украины. Скажите, в 2000-х годах, когда вы были против нас, вы этого хотели? Чтобы ваши дети
участвовали в войне против суверенного государства. Вы же отправляете ваших детей в один конец. Вы даже не знаете, вернутся они с этого места или нет. И даже если не вернутся, вы прекрасно понимаете, что у вас нет ни малейшего права спрашивать о своем убитом. Потому что вас тут же этот режим призовет к ответу. Цондела. الشطون دوحة المخلرة طبعا تقدر وشانا دوحة الخيل تانا قيق دي نعالج تاك الهنت اد إيه شو اد عار نوخ чуть-чуть он бор бацер бош нох чуть-чуть он балош берша таван кадырович бу. Сегодня, если даже война начнется в Чечне, то виной этому будут кадыровцы. Дроны, которые падают на территории Грозного, уже этому доказательство. Дал ал стоил нохчукам. Дала нисванти киина от кверт мостахи от мостахи юса шикара дохи нохчукам.